ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье 10:00, устье реки Чуть. Второй день 11-го республиканского военно-полевого лагеря имени Александра Алексеева. Как говорят участники, на второй день остался самый интересный и в то же время самый сложный конкурс – военизированная эстафета. Весь этап разделен на подгруппы. Для любителей 6 пунктов, а вот для профессионалов есть задание со звездочкой. Да, вот самое сложное – это протащить ящик, потому что мы находились в противогазе, и ящик был очень тяжелый. И также достаточно было тяжело сбить винтов. Из винтовки мячик очень было тяжело сбить. Сбили всего лишь 2 мячика. Были задания, к которым команда подготовилась – метание гранаты. Как пояснил Иван, несмотря на то, что окоп находится на расстоянии 14 метров, все справились. Но после неудачи у мишени спортсменам пришлось набегать 4 дополнительных круга, каждый по 50 метров. Ребята потеряли драгоценное время. Итог – почти 19 минут и только 6-е место. А вот лучший результат в эстафете показала команда с финишем в 12 минут 13 секунд. Ими досталось 1-е место по итогам обоих соревновательных дней. Меня просто переполняет. Я просто так рад. Мы так боролись за этот кубок на протяжении, наверное, лет 5. Боролись, наконец-то получили его. И просто я доволен. Как рассказал Роман, заветный переходящий кубок им достался непросто. Ребята в течение всего года ходили на спецподготовку по 3 раза в неделю, поэтому в своих силах были уверены. А вот по поводу соперника нет, ведь каждый раз желающих завладеть престижным трофеем становится все больше. 11 лет назад в лагерь приезжали только пару команд из Ухты, теперь со всей республики. Но в этом году золотая чаша останется все же в нашем городе и проведет 12 месяцев в стенах 22-й школы.